В Урнарском районе состоялась августовская конференция работников образования. В зале собрались педагогические и руководящие работники образовательных учреждений района, ветераны педагогического труда и представители общественности, чтобы обсудить основную тему конференции «Приоритеты развития муниципальной системы образования в рамках национального проекта образования перед началом учебного года». В работе августовской конференции приняли участие заместитель директора образования и молодежной политики Чувашской республики Надежда Дмитриева, глава администрации района Леонид Николаев. Мероприятие открыл заместитель главы администрации района, начальник отдела образования и молодежной политики администрации района Денис Трофимов. Денис Юрьевич подчеркнул, что в новом 2019-2020 учебном году сферу образования ждут существенные перемены. В районе система дошкольного образования представлена 8 детскими садами и 13 дошкольными группами в 8 школах. При 8 общеобразовательных организациях функционирует 13 групп кратковременного пребывания, в которых воспитывается 126 детей в возрасте от 3 до 7 лет. Председатель районной общественной организации ветеранов боевых действий «Доблесть» Андрей Николаев отметил большую роль общественных организаций в осуществлении патриотического воспитания детей и молодежи. Заместитель министра образования Чувашской республики Надежда Дмитриева подчеркнула, что в республике в текущем году, как и в предыдущие годы, идет активное строительство и реконструкция образовательных учреждений. В ближайшие годы предстоит провести капитальный ремонт 71 образовательной организации республики. Общий объем бюджета на отрасль в текущем году составляет более 19 миллиардов рублей. Достойным и лучшим педагогам района были вручены заслуженные награды. В ходе конференции были названы победители коллективы образовательных организаций района по качественной подготовке к новому учебному году. Награждены победители конкурсов «Лучший учебный кабинет», «Лучший пришкольный участок», а также победители спартакиады среди основных и общеобразовательных школ.